Десятки мировых лидеров выступили против Рахмона. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем так наш президент разозлил других. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних и важных событий. Таджикистан не разрешил въезд десяткам афганских студентов, обучающихся в этой стране. Министерство образования и науки Таджикистана заявляет, что вопрос пересечения госграницы в компетенцию ведомства не входит. В ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана сложившуюся ситуацию, конечно же, не комментируют. Около 10 граждан Афганистана, обучающихся в высших учебных заведениях Таджикистана, в разговоре сообщили, что с августа находятся на афганско-таджикской границе, но таджикские пограничники не пропускают их. Один из военнослужащих Харокского погранотряда на условиях анонимности сообщил, что после захвата движением Талибан власти они получили приказ держать южные границы на замке. У многих афганских студентов таджикских вузов заканчивается срок действия виз. Молодые люди попали в тупиковую ситуацию. В связи с ситуацией в стране, когда все госучреждения закрыты, у них нет возможности обновить паспорт и получить новую визу. Амирула Санаула, житель афганской провинции Бадахшан, студент Таджикского аграрного университета, сообщил, что через месяц у него заканчивается срок действия визы. Я более 10 раз попытался попасть в Таджикистан через КПП в Ишкашиме, Дарвазе, Шерхан-Бандаре, но все попытки оказались тщетны. Некоторые мои друзья попытались покинуть страну даже через порт Хайратон. У нас все документы в порядке, но нам не разрешают въезд. Мы просим правительство Таджикистана в качестве жеста доброй воли разрешить нам въезд в страну для продолжения обучения, говорит Амрула. А как вы относитесь к такой ситуации? Ведь эти люди уже и до этого учились в Таджикистане, и все было в порядке. Не могут же они в один день стать террористами? Или теперь Таджикистан всех под одну гребенку? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Министерстве образования и науки Таджикистана заявили, что у них задача обеспечить студентам из Афганистана возможность получить качественное высшее образование в комфортных условиях и в безопасности. Но вопрос пересечения госграницы в компетенцию министерства не входит, сказал один из чиновников. Тем временем афганские студенты таджикских вузов говорят, что пограничники согласны пропустить их в страну, если Минобрнауки Таджикистана отправит официальное письмо с фамилиями студентов Главному управлению погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан. Кстати, в соседний Кыргызстан с начала нового учебного года для обучения в вузах страны приехали сотни молодых граждан Афганистана, и никаких проблем. После захвата движением Талибан власти в Афганистане глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что Кыргызстан готов продолжить выдачу виз гражданам Афганистана, которые уже обучаются в местных вузах, а также принять до 500 новых студентов. Власти США сообщили о предварительной готовности финансировать обучение до 150 афганских студентов в Американском университете в Центральной Азии в Бишкеке. Таджикистан остается единственной страной Центральной Азии, которая заняла непримиримую позицию по отношению к талибам. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал талибов за игнорирование прав таджиков в Афганистане и заявил, что поддержит только создание инклюзивного правительства в этой стране. Но студенты говорят следующее. Кто пришел к власти в Афганистане, в этом нет нашей вины. У нас одна цель – получить высшее образование. Мы в том числе десятки девушек до сих пор ждем разрешения на въезд в Таджикистан, говорит Мухаммад Хайдари, студент Бахтарского энергетического университета. Недавно УВКБ ООН заявила, что афганские граждане, которые бегут в поисках убежища в Таджикистан, сталкиваются с разного рода препятствиями. За последние 3 месяца десятки афганских беженцев пытались въехать в Таджикистан наземным путем, но безуспешно. УВКБ ООН сообщила, что 11 января власти Таджикистана принудительно вернули в Афганистан 11 человек, мужчин, женщин и детей. А как вы относитесь к такому решению нашей страны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!